на самом деле это второй год мы проводим это мероприятие, и уже в этом году мы получили более 140 заявок на участие в этом конкурсе. О чем это говорит? Это говорит о том, что весь сегмент чеченского интернета по всему миру объединился. И мы сегодня на страницах этих сайтов в сутки 300 тысяч видим просмотров. Представьте, какая-то мощная армия. И что там мы показываем? Мы показываем там республику, мы показываем там достижения нашей республики. И это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, которым нам указал глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров. И в следующем году я не удивлюсь, если в этом конкурсе будут участвовать и такие сайты, как Кавказ-центр, Чечен-пресс. Мы ведем с ними переговоры. Они, поменяв свою античеченскую, антинародную тематику, и если подадут на конкурс участия, мы их тоже примем. А на самом деле в этом плане и идет развитие. Я еще раз подчеркиваю, 300 тысяч пользователей, посещений в сутки у тех ребят, которые сидят в этом зале сегодня на этом конкурсе. А вы сами являетесь активным пользователем сети? Да, я активным пользователем являюсь. И сегодня, кстати, есть такая тенденция, что политические ресурсы, они уже уходят на второй план. Сегодня первые места занимают именно социальные, более такие продвинутые развлекательные ресурсы, скажем, спортивные ресурсы, да, которые сегодня, о чем это говорит? А говорит о том, что в республику уже пришел мир, стабильность, процветание, порядок, и, соответственно, именно эти веб-ресурсы завоевывают сегодня первые места. А посетители сайтов это только с Чечни или... Нет, сегодня наши сайты смотрят практически весь мир. И сегодня в любой стране мира мы видим нашего постоянного подписчика, который даже нам иногда пишет и жалуется: говорите на русском, мы не понимаем. Или пустите строчку внизу, то есть или перевод о том, чтобы мы могли быть в курсе, что же происходит на самом деле. То есть на развитие республики, насколько плодотворно это влияет? На развитие республики это влияет великолепно, потому что все экстремистские, террористические сайты, они ушли уже на 20-30 план. Потому что эта ниша буквально 4 года назад была абсолютно свободной. Сегодня мы ее заполонили правильной, абсолютно честной, верной информационным полем и выбили почву из-под ног у бандитов и террористов. Старт этому конкурсу был задан еще в 2009 году. Был определен лучший сайт 2009 года. В этом году, соответственно, уже золотой сайт Иченета 2050 года. Но что бы я хотел отметить в этой связи, по нашим наблюдениям и по нашим оценкам, в этом году наши сайты стали намного качественнее и по контенту, и по качеству, и по дизайну, и самое главное по социальной направленности. Если раньше у нас в основном были сайты, скажем, такого развлекательного характера, то уже стали появляться, скажем, чисто чеченские интернет-сервисы. Это, скажем, веб-ресурсы, скажем, ориентированные на рекламно-хозяйственную деятельность. Уже сам факт о том, что даже появился чеченский киберпортал, уже тоже о многом говорит. Значит, появилось ряд и социальных сетей. Это, скажем, такие веб-ресурсы, как Вайнахи, Двайсет. Вот все это говорит о том, что наши интернет и ресурсы все громче и громче заявляют о себе в мире и прочно становятся на ноги. В Чеченской Республике первые интернет-ресурсы начали появляться в начале 2000-х годов. Резкий скачок на развитие интернета начался вместе с интенсивными темпами развития экономики и социальной сферы в регионе.
Первыми появились официальные ресурсы органов власти, а по мере налаживания связи и коммуникации, ростом уровня жизни, стали появляться и частные сайты. С момента объявления республиканского конкурса «Золотой сайт Ченета» стало понятно, что это было самым ожидаемым интернет-событием Чеченской Республики. Практически все наблюдатели отмечают, что до конкурсный период чеченский сегмент сети интернет представлял собой некое разрозненное аморфное объединение, которое практически сразу после старта проекта стало объединяться в некий чеченский интернет-союз. Можно сказать, что основные задачи конкурса – привлечение внимания государственных и общественных организаций, бизнес-сообществ, развитие сети интернет в Чеченской Республике достигают своего логического решения. Осознавая важность информационных технологий и сети интернет в 21 веке, открытый республиканский конкурс интернет-проектов ЧНЭТ становится фактором консолидации чеченских интернет-проектов и стимулом для дальнейшего развития наиболее перспективных интернет-ресурсов. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии награждения победителей республиканского открытого конкурса «Золотой сайт Ченета». Интернет сыграл огромную роль в становлении человеческой цивилизации. Сегодняшняя наша жизнь без него немыслима. Можно, оставаясь дома, постоянно оставаться на связи со своими родными, друзьями, единомышленниками. Благо для этого есть огромное количество возможностей в виде социальных сетей. Одноклассники, твиттеры и другое огромное количество. Можно скачать фильм, порой еще до того, как он будет показан в кинотеатрах. Можно узнать всю любую интересующую вас информацию. Интернет прочно вошел в нашу жизнь. В то же время с его развитием определяются все более высокие требования качества и оперативности предоставляемых услуг. Интернет стремительно врывается во многие сферы нашей жизни, например, образование, общение, даже коммерцию. И наш сегодняшний конкурс выявит предпочтение чеченской аудитории интернета. Конкурс в этом году проводится во второй раз, а это значит, что за это время чеченский сегмент интернет пополнился новыми сайтами, ресурсами. Причем большинство из них предлагают очень высокий качественный уровень в виде и визуальной составляющей, так и предлагаемой информации. В этом году на конкурс было представлено огромное множество проектов. И сегодня в нашем зале присутствуют гости не только с Чеченской Республики, но и из ближнего и дальнего зарубежья, например, Турции, Голландии, Бельгии, США, а также других регионов Российской Федерации. Сегодня нам станут известны имена победителей. Мы узнаем, у кого самый продвинутый интернет-ресурс в собственной номинации. Для открытия награждения участников открытого республиканского конкурса «Золотой сайт Ченета» на сцену приглашается министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Шамсиил Юнусович Саралиев. Я приветствую всех гостей торжественной церемонии награждения победителя открытого республиканского конкурса «Золотой сайт Ченета 2010». Хочу отметить, что данный конкурс проводится нами уже во второй раз. Интерес широкой общественности предопределили перспективность и важность проведения такого рода конкурса. Наш конкурс направлен на создание условий для развития и популяризации чеченских информационных ресурсов, выявление потенциальных лидеров чеченского сегмента сети интернет, разработку мер по формированию единого чеченского веб-пространства, которое будет представлять собой концептуальную форму со всем перечнем чеченских интернет-ресурсов. На конкурс было подано около 140 заявок по всем номинациям. География участников конкурса охватывает не только регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. Это свыше 300 тысяч интернет-пользователей в сутки, сопричастных к событиям, происходящим в нашей республике. В ходе конкурса каждый участник мог ознакомиться и получить профессиональную оценку своих проектов от коллег, экспертов и самых обычных пользователей интернета. При оценке интернет-ресурсов мы руководствовались множеством принципов, среди которых основным является соответствие веб-проекта ожиданиям интернет-пользователей Чеченской Республики. Безусловно, интернет довольно крепко проник во все сферы нашего общества. Практика показывает, что со временем роль и значение интернета в нашей жизни будет только усиливаться. Параллельно
грандиозными темпами восстановления и развития Чеченской Республики мы делаем все, чтобы информационные технологии также стремительно и качественно развивались. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров постоянно поддерживает все начинания в этом направлении. Данный конкурс дает нам возможность увидеть, кто есть кто в чеченском интернете и позволяет, находясь в любом месте земного шара, быть в курсе всего, что связано с Чеченской Республикой. Хочу поздравить всех номинантов открытого республиканского конкурса ЧН-2010 и пожелать им успехов и дальнейшей деятельности. Как говорится, да победит сильнейший.
Алла немного волнуется. Перед тем, как началась церемония, она последний раз посмотрела на свою страницу в Одноклассниках. Там было столько комплиментов, что она никак не может сосредоточиться. Вот и доверяйте после этого. Ну что ж, приступим к самой волнующей части нашей церемонии – объявление победителей. Для объявления победителя в номинации «Лучший веб-ресурс органов власти» на сцену приглашается директор информационного агентства «Грозный информ» и представитель жюри конкурса Режеп Мусаев. Ассаламу алейкум, Марша Дойл Масухайши. Хотелось бы сказать, что с момента появления в России таких программ, как «Электронное правительство» и «Электронная Россия», иметь собственный сайт в глобальной паутине для любого госоргана, это как бы стало такой обязанностью и доброй традицией, можно сказать. И должен отметить, что в нашей республике огромное количество веб-ресурсов органов государственной власти, и мы смело можем говорить, что идем впереди планеты всей в этом направлении, потому что если смотреть у соседних регионов, также в целом по стране, то не так развито, чтобы органы госвласти имели свои ресурсы. Дипломантами номинации «Лучший веб-ресурс органов власти» становятся сайт администрации главы правительства Чеченской Республики, сайт Министерства образования и науки Чеченской Республики и сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. Прошу на сцену. Победителем в номинации «Лучший веб-ресурс органов власти» становится сайт Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Kadol masiri, Eoshan masiri, Stikmish Assembly, Log masiri, Dar Etoboy. Поздравляем победителей, спасибо, Режеп. А теперь приступаем к следующей номинации. Лучший информационный сайт Ченета. Стоит заметить, что в этой номинации участвовало более 20 сайтов. Пример – интернет-версия газеты «Из рук в руки». Очень полезный и нужный ресурс, где в удобной форме можно найти всю необходимую информацию. А на портале Chechen Fight Club можно найти много информации о чеченских спортсменах-борцах. Не зря сказано: покажи мне свою стартовую страницу, и я скажу, кто ты. И объявление победителей в этой номинации. На сцену приглашается спонсор этой номинации, предприниматель, чеченский ресторатор Аслан Галай. Режеп, Машдоу, Шагайши, да, Машдоу. Очень приятно, что конкурс «Лучший сайт Ченета» уже становится традицией. И приятно, что наши сайты, которые, может быть, в недалеком прошлом нуждались в какой-то помощи от кого-то, сейчас смогут сами помочь в становлении любым начинающим веб-ресурсам. Лучший информационный сайт Ченета, дипломанты, Грозинская городская газета «Столица плюс», сайт республиканской детско-юношеской газеты «Наша школа», информационный новостной портал «Керланаш.ком». Победитель в номинации «Веб-проект о Чеченской Республике. Реальные новости из Чечни в Турции. Чеченское агентство Сейфуллах Тюркс».
Серия сайтов Турция. Приятно, что в Турции освещают наши новости. И, наверное, в Турции приятно будет принимать чеченскую картинку новостей по телевизору из Чечни. А сейчас мы приглашаем на сцену молодых, талантливых ребят, которые исполнят нам шуточную песенку про интернет. Где его нет, этот интернет? Где его нет, этот интернет? Нажимаю пуск, my.ru. На экране появился друг мой кенгуру. Из страны Австралии шлют мне привет. Напишу скорее другу я ответ. Кенгуру.ру шлет салам мой друг Абу. Кенгуру.ру шлет салам мой друг Абу. Где его нет, этот интернет? Где его нет, этот интернет? Открываю сайт, 8 дня today, пролистай страницы мышкой скорей. Новости культуры, спорта посмотри, в этом вам поможет, это Чечня Фри. Видео в Ютубе, Гугл, Яндекс.ру. Столько информации, что с ума сойду. Новый сайт чеченский, это еще нет. Всем друзьям Интернета, пламени, привет! Сеченет интернет, шлет салам друзьям Ченет. Сеченет интернет, шлет салам друзьям Ченет. Где его нет, этот интернет? Где его нет, этот интернет? Гугл, Яндекс.ру, .ру. Саченет интернет, шлет салам друзьям Ченет. Саченет интернет, шлет салам друзьям Ченет. Где его нет, этот интернет? Где его нет, этот интернет? Саченет интернет, шлет салам друзьям Ченет. Борка. Я думаю, не все знают, что большинство пользователей сети проводят время, просматривая видео или играя в онлайн-игры. Одним словом, используют интернет для развлечения. Кстати, я очень рада, что твоя реплика, она ко мне никак не относится. Ты используешь интернет только для работы? Ну, понимаешь, вот пока комментарий напишешь ко всем фотографиям друзей, уже полдня уйдет. Это тяжкий труд. Тогда я тебе секрет открою. Социальные сети – это тоже развлечение. Да ладно. Тогда я могу назвать тебе лучший сайт. Боюсь, в зале окажутся люди, чье мнение будет чуть более объективным, чем твое. Давай спросим у экспертов. Для объявления победителей в номинации «Лучший развлекательный проект Ченета» на сцену приглашается один из спонсоров этой номинации, представитель советника, уполномоченного по правам человека Чеченской Республики Саид Хадашев. Маршал Дума Сергей. Я представитель себя, представитель совета. Я думаю, определение развлекательный
нас никого из нас не ведет в заблуждение. Уверен, что это более чем серьезное дело. Почему? Потому что я думаю, никто из нас не сомневается в том, что по тому, что преподносится вот в этом плане, о нас составляют мнение о нас за пределами нашей республики. Это раз. А второе, мы знаем, что очень много наших сограждан, наших земляков находятся за пределами нашей республики. И для них то же самое имеет огромное значение то, что делает этот сайт. Лучший развлекательный проект Чинета — дипломанты. Сайт Шоудан есть и социальная сеть Война. Победитель номинации «Чеченский развлекательный портал Далац», Голландия. Тагир, что ты делаешь? Пишу в Твиттер немного гордую надпись о том, что веду церемонию награждения конкурса «Золотой сайт Чинета». Надо же. Конечно, люди всегда используют для записи эмоций, своих мыслей дневники, но в наше время даже дневники стали электронными. Хава, ты задумывалась над вопросом, если бы Лермонтов или Толстой или Пушкин имели возможность вести блоги в Твиттере, в Одноклассниках, то чей из них дневник пользовался бы большей популярностью? Знаешь, может, оно и к лучшему, что у них не было блогов, потому что для того, чтобы определить лучшим, не нашлось бы, наверное, ни одного объективного жюри. Но наше жюри объективно, и мы переходим к следующей номинации. Лучший блог Чинета. Для объявления победителя в этой номинации мы приглашаем на сцену заместителя министра Чеченской Республики, внешней связи, национальной политики, печати и информации Лему Гудаева. Идейного вдохновителя этого конкурса, кстати. Радует, что мы уже празднуем второй год нашего конкурса и вообще, скажем так, зоны Че. Если говорить о вообще чеченских ресурсах, я бы отметил одно. То, что отметили все члены жюри. В этом году мы выиграли не количеством, а качеством. По сравнению с прошлым годом, в этом году у нас уже, если раньше преобладали развлекательные сайты, то у нас стали появляться и социальные сети, сервисные сети. Даже один факт того, что у нас появился свой чеченский киберпортал, это тоже о многом и говорит. То есть они стали намного качественнее, намного эффективнее и вообще, скажем так, посерьезнели. Стали более серьезными. Если раньше мы обменивались, скажем, какими-то мультимедийными ресурсами, то уже стали давать качественную и свежую информацию из Чеченской Республики, с чем я и поздравляю зону Че. Да, это было. Ну, а если говорить о номинации «Лучший персональный сайт» или блог Чинета, по единодушному мнению жюри, дипломантами в этой номинации стали персональный сайт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и живой журнал Аси Тбиловой. Пока Ася подойдет, я сказал пару слов о сайте уполномоченного и вообще о нем. У меня как-то в социальных сетях был спор о роли нашего омбудсмена. И когда мне сказали, что ваш такой-сякой, я им ответил, а вы мне назовите уполномоченных по правам человека и Дагестана, Северной Осетии, и Краснодара, Волгограда, и никто не смог назвать их имена.
а нашего сразу назвали, и все знают. Это уже говорит о качестве и содержании работ. А теперь я хочу поздравить бывшую ведущую, скажем, первого нашего конкурса Асю Белову, которая тоже является активным участником и социальных сетей. Ну, естественно, ей диплом за самый человеческий журнал в социальных сетях от ЧНЭП. И Лема, в данной номинации есть у нас еще и победитель номинации. И вот то, что я говорил, что у нас стали появляться веб-ресурсы, ориентированные не просто так заявить о себе в интернете, а, скажем, на конкретных пользователей. Ну, возвращаясь к тому, о серьезности наших ресурсах, о киберпорталах, социальных сетях, сервис-сайтах. Вот и победителем в этой номинации стал электронный ресурс, чеченский сайт, вдумайтесь, для родителей и детей. И этот сайт называется Гакиш. Я приглашаю администратора этого сайта на сцену. Очень нужный сайт. Честно говоря, это настолько неожиданно, вы не представляете. Надеюсь, что то, что мы делали своими руками, то, что вложили душу, пытаясь как-то помочь родителям в развитии наших детей, это все окупится. Да, это был. Я надеюсь, что Гакишком и в дальнейшем получит развитие. А вас, Лема Рамзанович, я попрошу в ассоциацию. В данной номинации есть два спецприза. Первый блок Ченета и спецприз со звучным названием, патриотичным названием «И дым Отечества нам сладок и приятен». Прошу вас, Игорь. Значит, единогласным и единодушным мнением жюри было введено два специальных приза. А почему и что и как вы тоже поймете. Эти номинации не были предусмотрены, но тем не менее мы посчитали это очень важным и очень нужным. Значит, это, во-первых, скажем так, за огромный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, за громадную работу, которая проводится в сети интернет, в плане духовно-нравственного воспитания нашей молодежи и освещения в сети интернет вопросов религиозного воспитания, жюри выделил Центр духовно-нравственного развития и его ряд веб-проектов «Путь истины». Это сайты и блоги. Я приглашаю администраторов. ديريكتور وخشخانة واحد شريك سلام صلاة ودار تعالي بيكتير قول جوري الشياح يقع خلبوشانا أشتغل كونكورس على وشغل شو مثلا باكر درس خلال ودار تعالي بيكتير ولا تروح. Был введен еще и специальный приз за громадную, нужную и очень важную работу в плане воспитания и толерантности, пропаганды идей межнациональных и межконфессиональных добрых отношений. Это люди, которые, находясь вдали от Родины, люди, скажем, не чеченской национальности, но себя считают и правильно считают лицами кавказской национальности. И считают Чеченскую республику до сих пор, и несмотря на то, что они давно выехали из республики, своими по духу и по
скажем, сопереживанию тех событий, которые происходят в нашей республике. И номинация «И дым Отечества, и сладок, и приятен» за верность родному краю Чеченской Республики и ее столице, городу Грозный. И награждаются персональный блок, Печетник, и Грозненский русский, и Волгоград, и персональный блок русский 95. Гостям не принято делать замечания хозяевам, но тем не менее такое дружеское замечание Лёве Гадаеву по поводу того, что он сказал, что даже находясь за пределами и так далее, и так далее. Дело в том, что представляемый мной Андрей Четник, сайт Грозненский русский, не считает себя находящимся за пределами, но это беловид. Он считает абсолютно себя... принимается тем более. По дороге сюда я заметил у нас в Грозном, в Октябрьском районе на улице Сайханова, на заборе надпись «Спорим, ты мой». Несмотря на то, что безымянный автор этой надписи на заборе сделал в этих 3 словах 3 ошибки, тем не менее мы верим в искренность ее чувств. Но мы знаем также, что подобные вещи, чтобы они были увековечены, их еще пишут гвоздиком, могут выцарапать на лавке, ну и вариантов множество. Представляемый мной хозяин, или его назвать автор блога «Грозненский русский», пишет те же самые слова, только он пишет их не на заборе и не на лавке, а пишет он их в наших сердцах. И пишет он их не красками и не гвоздиком, а пишет своими чувствами. Он пишет о нашем общем, нашем родном городе Грозный, и пишет о своей горячей любви к этому городу. И от себя лично выражаю искреннюю горячую благодарность организаторам этого конкурса. И также желаю новых творческих успехов участникам этого конкурса. Да, это будет результат. Ну, и все. Всем нам успехов. Да, это было. Один из наших спонсоров, уже награждавший номинантов, Аслан Галаев, был настолько обрадован самой церемонией, что решил этим не ограничиваться и наградить еще и организатора. Посмотрим, что он нам приготовил. В отличие от интернет-связи у нас не очень. Я тут на сцену хочу пригласить организаторов, которые всегда остаются за кулисами всех мероприятий. Это Мусаева Ражапа и Хамидову Мадину. За время подготовки конкурса наши организаторы слегка потеряли в калориях, и ресторан «Бакара» решил их восполнить. Самый вкусный приз вечера. Приготовленный шеф-поваром нашего ресторана Азаматов, он перед вами. Ну, я надеюсь, мы определенную часть калорий восполним этим. Вообще я провел определенный отрезок своей жизни в стенах Министерства печати. В свое время Шамсаев нас собрал вместе всех. И интернет реально преуспел с приходом министерства команды Шамсаева, Ильясуловны Шамсаева. И я до сих пор себя причисляю, причисляю к плеяде интернетчиков и дал подарок, кто больше у вас. Приятного аппетита.
заявляет Александр Сосова, то я уверен, что с сегодняшнего дня все веб-мастера и интернет-пользователи Чеченской Республики будут обедать только в ресторане «Бакара». Ты точно будешь. Ну что ж, дорогие гости, я предлагаю посмотреть вам ролик о влиянии интернета на нашу жизнь. А мы с Игорем пока пойдем попробуем подарок. Что для вас значит интернет? Для меня интернет, ну это, в общем-то, сейчас нас так загнали, словно загнанные в угол люди, мы все в этом мире. Без интернета, в общем-то, как бы и ни шагу. Человек, приобщившись к интернету, то есть он остается прикованный к нему, как вот больной к постели. Да, интернетом я не занимаюсь. Для меня интернет, для моего возраста, интернет это просто так. Это телевизор, разноборный. Интернет — это средство связи, как и обычная сотовая связь, телефонная, проводная связь. Это прежде всего для меня лично работа. Интернет для меня это, знаешь, очень многое. Это море информации, общение, потерянные друзья, связь. Знать не хочу. Интернет, в основном нужно время поддержки. Представляете ли свою жизнь без интернета? Нет, потому что сейчас полная зависимость. Я привязан к своей работе через интернет, поэтому вот эта связь, она неотъемлема. Сейчас просто, если в один момент оборвать его от нас, то сложно сейчас представить, как нам дальше. Года 3 назад, наверное, я бы еще ответил, что представляю. Сейчас уже, наверное, нет. Жить не могу без одноклассников. Ну, то, что я жизнь не представляю, неправильно, а работать в нынешнее время без интернета невозможно. Ну, хотелось бы, хотя не представляю. Я без интернета даже не представляю. Я представляю очень хорошо. В компьютере. Во Вселенной, вокруг нас. Наверное, спутник где-нибудь. У меня в телефоне, у меня на компьютере, у меня на работе. Не знаю, как у многих остальных, у меня лично здесь находится. Понятия не имею. Но где бы я ни ходила, для меня везде интернет. У нас будет больше времени. Мы обнаружили кое-что необычное. Необычное и тревожное. У нас тоже нет интернета. Ну нет, не работает. И тут не работает. Правительство должно принять экстренные меры. Сразу. Господин вице-президент, не начнем действовать, потом будет поздно. О боже, интернета нет нигде. О Господи, мы отрезаны от всего мира. Том, я нахожусь рядом с интернетом, и лучшее мое правительство старается снова его запустить. Я боюсь, время уже ушло, мой друг. Что можно сделать? Спасите, кого сможете. Ситуацию обеспокоил сам президент. С утра он не может зайти в свой твиттер. По его словам, это угрожает национальной безопасности. Миру, каким мы его знаем, скоро придет конец. Что нам делать? Господа, президент недоволен тем, что интернет все еще не работает. Власти строят специальные корабли. Только что наш корреспондент сообщил, что на западе страны создан лагерь интернет-беженцев. Также сообщают, что в лагере есть интернет. Интернет? У меня есть интернет. Ну что ж, приступим к следующему.
следующей номинации нашего конкурса. Лучший мультимедийный ресурс Ченета 2010. Многие из них отличаются многообразием возможностей. Вместе с тем, простотой перехода со страницы на страницу, хорошей скоростью передачи данных, богатым графическим оформлением. Знаешь, Алла, дошло до того, что благодаря некоторым из этих ресурсов я для себя осознал, как я сильно отставал в информационных технологиях. Ну, Тагир, главное осознать свои ошибки и предложить все, чтобы их исправить. Для объявления победителей в данной номинации мы приглашаем на сцену директора интернет-центра Абдулбара Арсанукаева. Я хотел бы поприветствовать всех гостей и участников конкурса, пожелать всем успехов. Вот пару слов хотелось бы сказать, что нами, членами жюри, так получилось в этом году, что не оказалось призера, то есть такого портала, сайта, который бы выиграл приз в этой номинации. Ну, конечно же, могут быть по этому поводу разные суждения, но нам показалось, что именно в этой номинации никто как бы не смог преодолеть ту планку, которая была в плане мультимедийности преодолена в прошлом году. Поэтому мы ограничились тем, что присудили вот двум сайтам, которых я сейчас назову, дипломы. Значит, дипломанты. Лучший мультимедийный ресурс Ченета – сайт Грозный Today. Второй дипломант – Чечен Фильмс Продакшн, Соединенные Штаты Америки. Алла, у меня для тебя есть приятная новость. Какая же? Ты знаешь, что изобретена женская версия Windows, где двум кнопкам «да» и «нет» добавлено третье «может быть». А я хочу сказать тебе, коллега, чтобы ты не тратился на антивирус для своего компьютера, потому что все знают, что главный вирус всегда сидит перед компьютером. Ладно, Алла, ты в курсе, что я дружу с людьми, которые сидят в первом ряду? Так вот, тебе одноклассников отключат на рабочем компьютере навсегда. Тагир, может быть, я как-то смогу загладить свою вину, пригласив на эту сцену певца Ислама Джамалдинова. Я знаю, что ты очень любишь его творчество, просто никогда об этом не говоришь. Прощаю.
Лучший общественно важный интернет-проект Чинета. В этой номинации было представлено более 30 работ. Интересные, перспективные, новые. Неудивительно, что победитель в этой номинации появился последний, потому что жюри было очень сложно сделать выбор. Для объявления победителя в этой номинации мы приглашаем на сцену спонсора этой номинации, представителя компании «Мегафон». Ассаламу алейкум. Рад приветствовать жителей и гостей столицы. От лица компании «Мегафон» мне очень приятно поздравить всех участников и организаторов с проведением второго республиканского открытого интернет-конкурса «Золотой сайт Чеченета-2010». Его проведение для нашей республики событие закономерное, потому как свидетельствует о том, что наша республика стала одним из перспективных и активно развивающихся регионов, использующих в своем развитии самые прогрессивные информационные технологии. Сегодня интернет стал доступен каждому жителю этой республики. Это результат серьезной работы руководства нашей республики, а также компании «Мегафон», которая с самого начала своей деятельности в республике стремилась сделать все, чтобы сделать его доступным для максимального широкого круга потребителей. Сейчас практически вся территория республики покрыта полноценной сетью 3G от компании «Мегафон», что позволяет нашим многочисленным абонентам пользоваться услугами мобильного интернета и передачи данных на высоких скоростях. Это новые возможности для работы, общения, расширения кругозора и образования, что особенно актуально для развития подрастающего поколения. Еще раз хочется подчеркнуть, что мы искренне рады, что уровень представленности нашего региона в сети интернет за последние годы существенно возрос. Появление новых, совершенствование уже действующих интернет-ресурсов помогает формировать позитивный, инвестиционно привлекательный имидж нашей республики в глазах различных аудиторий общественности не только российской, но и мировой. Нам нужно сохранить высокий темп в области освоения интернет-технологий и уверен, что конкурс «Золотой сайт Чинета» и наша компания будут активно содействовать достижению этой цели. Спасибо. Хотелось бы также вручить сертификат победителю второго республиканского открытого интернет-конкурса «Золотой сайт Чинета-2010» в номинации «Лучший общественно значимый интернет-проект». Интернет-проект «Портал ветерана Великой Отечественной войны» на право получения памятного подарка от компании «Мегафон» ноутбук Lenovo со встроенным 3G модемом. Угархала Баркал Алурдар, организаторшна, в первую очередь глава региона Волшо Рамзан Ахмадовична, он дальше цуовый чаха порядок, цу маршовый захватный ахар, ехер конкурс, интернет халая Ахмай Дел Хредатер, цун ук Астан Баркал Алурдар, цулт ахпор организователь Чан Баркал Алурдар, сон ах и Астан Баркал Алла, тхай председатель Волшо Тагию Мурадна Алурдар, сон дальше и сайт Пурба дел и сайт возможность дел سنت مسهم تاتون قداش خلوا مرة ندرس خلوا بزن تاو تحيبات كتير مسيري. Также еще двое дипломантов нашего конкурса, поэтому вместо представителя «Мегафона» я их объявлю. Сайт, посвященный чеченскому композитору Аднану Шахбулатову. И информационный сайт «Нохчалла». Скажи, Тагир, ты когда открываешь какую-нибудь страничку, ты обращаешь внимание на ее оформление? Честно ответить. Меня больше интересует содержание скачиваемой информации. Как это по-мужски? А мне вот всегда интересно оформление. Может быть, я не разбираюсь в тонкостях этого процесса, но мне кажется важным не только информационное содержимое сайта, но и его внешний вид. Потому что, когда открываешь красивый сайт, ты понимаешь, что дизайнер заранее думал о пользователе, когда его создавал. Это так приятно. Значит, будем оценивать дизайнеров. 7-я номинация нашего конкурса «Лучшее дизайнерское решение интернет-проект Чинета». Стоит заметить, что в этой номинации участвовало более 100 претендентов, и каждый отличался оригинальным и свежим дизайном.
Для объявления победителей в номинации «Лучшее дизайнерское решение интернет-проекта Чинета» на сцену приглашается представитель спонсора этой номинации Министерства транспорта и связи Чеченской Республики, начальник отдела кадров Алихан Идиев. Да, это был конкурс организовать инженер. Так, лучшее дизайнерское решение интернет-проекта Чинета, дипломаты, мультимедийный ресурс, Нохчо ТВ и студия веб-дизайна Чечен Веб, версия. Победитель номинации сайт компании Чечен Холод. Компания Чечен Холод. И я лично неожиданно удивлены. Мы не ожидали, что наш скромный сайт победит в этой номинации, хотя участвовали. Хочу объявить благодарность от имени компании Чечен Холод, от себя лично, организаторам сайта Министерству Чеченской Республики по внешним связям, печати информации. И самое главное, конечно, всем нашим простым интернет-пользователям. Спасибо большое всем, дал Эртобой, дал, как предприниматель скажу, дал Ханал Риздав Каря, Содобин Масу, дал Эртобой, дал Аллеабер. Алла, теперь ты знаешь, что лучшие интернет-дизайнеры у нас в сфере пищевой промышленности, Чечен Холод. Обязательно запомню. А нашу церемонию продолжит актер драматического театра имени Хампаши Нурадилова Маусар Атаев. Встречайте. Деликрут шумасера шумелеш марша догир. Таханлер кардеш о никсамуне ирсе деду иштеда хулеш тук иновай. Тахар буах кеч пиншана масана баркал дегерзгил дал тахай бек теевай. Да, что духа да ахдойл, совел дима больше, царит. Надо дали куратор интернет, алгожи куратор, Гудаев Леон. Интернет эверзер историю масса хуш хидут, сахашана съезжу тудю, сабухам хил авари хил как бел шо абисен шхена. ده هما تغلى الانترنت ايضا ايميل سون ايدين اشتهاقين يستغل ميل وين دوزي صو شوكر ايش بيرك كوك بنساعه جنواتسون ده هزر عليه فولي ويتهن للزامة شاتي بريتل حلقة üç voşiye çok şey malı hum ya arşa meldom oğdoş delhinse korne şey çok doş i bu dalıyor bu halı zamla تعيش زام في اللقوي ودين يتلي ويتعكمسي مونت ميرش خانيخ أولش كلاسيكا خانيخ توست وردو قيشن أولش خناس خان يحكي بوشتن إيش تشير خانيخيو تهان لكي يشارخي تينيوت حلقي شيخين حق إيش تاولش كلا مدالي البيت أحزيز شاموخو تيخ دويتر دلا مموليل كانت كاد سوشا قلوة قربيلا خيشوا باتوشو أم أنت عقاد توشبو ديغي لويت أنتي أنجلي بوشليبا بوك قدالت أم لر دولت ويقاهمنخ يوت ديتشخيلخ كورتوش بيشخ سيدوش زوتشخ أتاها لكي جناقة خيتي ناي بيخ ما بيرش ما تصعوقش تكالي بقى أرسم ديك درس كيوكش دول ستوقع هنس إيخان إيخا مو خيتينا ما يوليل كومچو فيروس شادوحلو على كسبيرسكي ووتش ما يوليل كانت إنيتشو شادشو الأروير ولا كوم تحويب كاتوشو كانت عده كاتوشبو ديغي ويك انتي بيل جيتس و حمزش لي حشور ما يقلت ام لر دول ويقاهمنا تريان شبيونخ
синь экранах лимитный интернет. اشتعت الانترنت وتهن وي داهر كيردوق شخيتين خيسوش ساعت سومشتوق شديدا والجوين كان دادا تجم كيف كاحشم يزرسون وينشستر يزلوش ورجا وي احد كان حلول ولا شمات احد وينشستر ها هذا كمبيوتر شيولش اشتاهم يري يزرشين هذا هذيك له ها لا احش عدل واش كان تحت احشا استعويش هنا صبر دي احد هو هذه زاد هو هذه الشهادة هوش وتعم هذه اشتهت وين يشحن ولا سونم هات أي بركة لو اشتغل يا ساعة لو اشتغل بركة لا داويسن والله داوي ليس شوقع يكمل البرول شتحيتين تين ده شو سرت بوق من كاتل شو أنا شان قالهم هرياسة شو أنا شان حد شيء كده الزود خلا وحجال وحسيد وثم أسفون مسبين برتشبك عشان ليلوش تدخلوا ميلو حديث وهنا وحوش دويتها عشان سقايات الشيء مو هيات سون هوش تهم هم سووا ويات أحد يبغى أحد يشتى أحد قايس بخزايو حول قايو يتحاشى ها هنت مثل نور جبر الوينور حاسكت شو ينور هون يسأل قيت عدو بازرع كل يحكي تندودش بخش تشيء هلا شباب هلا يقصد وهذا وهم يعطينا القوسون حيوس هون وعدود الخلط سماح بشحن ده وهم يعطينا هو يوح ما حدود الدرس سون هذيك يوز هون ويتعدوش هنا هم يعطينا يوز وهنا أحسن برناميست خلط شكل وورش سالك حيوش حين ما شاء الله ما ترافيك يالتي اللي بعد كان خلط شيء تريد يقرأ شكوتا يقدر ماشين شكوك شكونش ماشين شكوك شوالش خلت تشوف إن ده إهتنا إهتشوش خلت ما شاء الله إما ديك ماشين شو عجح ملخص هو ده ملخص صورته استدعوه تلاش بعد إيش إنيخش دق نيس دوحايش نيخ احترا ده تشالش كان تربار أسنيخش روسي في تيرو ودينا ده تنسال أخيت عدو بوتين прямой эфир очень прямой линии на хуманшкот туда журналист шимиллион хаттер дена шимиллион вопрос дена и зарплат халмат ойорду бокш тун хоя дерайч путин им спамер лаяхтар ширеба يعني سواء هاجوش интернет داي شهرdu بوشتر интернет داي الميل интернет ميتين شش بيرت على أحد يشغل ميليتي نشانك الله إشتى ميتين جيش بوشتك أي برنامج سان هذا ميل بوش عايز شاشيك جيجا جيرتز كاتشل بوش كدوخا بعد اللي بعد لين ميلو الخاتم كنتو شديد لين ترسي يخاطنو كن لامر هو اللي بعد دلح هينت وي حوشل دخليهما ويحل زامنه مو خبر حوشل وليش ويا كيرا قدي ملخان يوقف مزول بيتي تابوش حلقة وشوت إنس تايبن غيرش بر بايتون يورش خبر إنس تكان لانكرا أودش سان هلو بايتون هاكي حوشل وشخلة يجور يرجع تويوتا كامري سان جور هاكي وشخلة يأكاسن وير هاكي وشخلة يسوسان غاش دير شخلة غاوي شو حسبوا يرشخلة ده حلقة مو خل بو تصدق وشتيش خل بو تبوهم سن نعيو اللي قادوا بوهم شو بالش هنا نع يقول شخلة ها حين يغنع يقول اللي يقول صغير هو يقول شخلة بو هينس كي يقول شو له أجن شو موسى أجن شو اللي كان فينا نسيوه هنا عندنا ك ما يرجعوا هنا عندنا بدو إيش هم أولين تغليش دينا سند أس شو قيق سووش حوشل دول سأدرس www.mossad.io جعلي قرني مايل ملك أدم بات марш договор да Андреевич. Приветствую, Мусор. Сегодня здесь в зале присутствуют наши соплеменники из далекого зарубежья. Сейчас здесь присутствует представитель чеченской диаспоры США Руслан Юсупов, и он хотел бы сказать несколько слов и организаторам, и участникам конкурса. Салам, маршал Думаса, добро пожаловать
гости и участники этого прекраснейшего мероприятия. От своего имени, от имени всех наших земляков, которые проживают в Соединенных Штатах Америки, от души хочу поблагодарить вас за огромную работу, которую вы сделали и делаете. Хотя мы все знаем, все начиналось с игр, с любительских каких-то начинаний, которое вылилось в огромную реку, в которой мы все сейчас плаваем, называется интернет. И мы находим ту информацию, о которой мы долго мечтали, что благополучие нашей республики, закончилась война, разруха, пропали руины, люди могут спокойно выйти на улицу. Мы все это видим, как цветет город Грозный, как преображается наша республика, как благополучие людей улучшается. И мы это смогли, разумеется, не по телевидению, а в первую очередь через интернет. Благодаря каждому из вас, Абдулбара я знаю давно, его страницу Чечня Today, спасибо отдельное вам. Благодарю всех работников Министерства печати, главу нашей республики Рамзана Кадырова, всех тех, кто приложил свои силы и возможности. Я уверен, я знаю, что самый сильный интернет в нашей республике, если сравнить с регионами. И это вдохновляет нас сделать что-то тоже в ответ, находясь в США, что-то полезное для нашей республики, потому что мы получили вдохновение, радость, надежду. У меня было что-то, что я мог привнести в республику, но, к сожалению, продолжающаяся война и разруха не позволяли. Сегодня мы можем спокойно взяться за те дела, за те возможности, за те связи, которые мы имеем в США, за ту поддержку, которую американские люди оказывают нам в любой сфере жизнедеятельности. Ну, разумеется, надо сказать отдельное спасибо Пентагону, который не чаял, но выпустил этого джина из бутылки, и теперь мы все пользуемся этим интернетом. Дел рейс хилшун масара, дел ял уэлшун, жмял бяхкунш, дел газет обал, дел аздеч моментя, дел соудогил, вейгенш, схолод комбинату, малар беркти иман долчун, дел соудогил, дел рейс хилшун. Настал самый волнующий и интригующий момент нашей церемонии – объявление обладателей Гран-при открытого республиканского конкурса «Золотой сайт Ченета-2010». И объявлять обладателя Гран-при будет председатель жюри конкурса, министр Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаил Юнусович Саралиев. Итак, гран-при конкурса, официальный сайт футбольного клуба «Терек». Буквально два слова я хотел сказать по поводу этой ситуации. Буквально несколько лет тому назад мы все помним, в какой стадии у нас было развитие интернета и вообще веб-ресурсов. Практически поле было свободное. То есть мы отсутствовали на этом рынке. И присутствовала при этом экстремистская часть этой сферы. То есть это различного толка экстремистские сайты, бандитские сайты, национал-предательские сайты, которые обманным путем увлекали молодежь. Эта молодежь приезжала в республику или организовывалась здесь, выходила на братоубийственную тропу, войну, и в итоге мы получали постоянно смерти наших братьев, молодых ребят и так далее. Сегодня, благодаря Всевышнему и благодаря воле и поручению нашего Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, который собрал нас, дал нам поручение, сказал организовать именно эту работу и вывести наше интернет-пространство на нормальный, достойный уровень. И я думаю, что проводя такие мероприятия, мы сегодня можем
констатировать, можем говорить о том, что мы пришли к этому, мы сегодня побеждаем. И такие экстремистские сайты, они давно ушли уже на 10-й, 20-й, 30-й планы. Их нет сегодня на нашей площадке. И после политических сайтов, ресурсов, которые мы вводили, Чечня, туда есть и различные другие сайты, мы сегодня видим, что в конкурсах Чеченской Республики побеждают уже социальные сайты, спортивные сайты. О чем это говорит? Это говорит о том, что мир в Чеченскую Республику пришел. И я поздравляю сайт футбольного клуба «Терек» и желаю в дальнейшем побеждать в этих конкурсах, потому что мы сегодня спортивная, процветающая, стабильная республика под руководством нашего главы Рамзана Ахмадовича Кадырова. Давайте будем. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, мне прежде всего хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса, членов уважаемого жюри за такую оценку нашей скромной работы. Это очень отрадный факт, что у нас сегодня в республике проводятся такие конкурсы, что во главе республики стоит молодой энергичный Рамзан Ахматович Кадыров, который идет в ногу с передовыми технологиями. И дала его задачи, прежде всего, задача нашей футбольной команды радовать болельщиков, радовать народ Чеченской Республики. Мы будем стараться на этом пути. Также мне бы хотелось поблагодарить руководство нашего клуба за то содействие, которое они оказывают в нашей работе. И команда играет для болельщиков, и эта победа тоже сегодня для наших болельщиков. Сегодня Терек стал победителем в виртуальном пространстве конкурса «Золотой сайт Ченета». Я думаю, я выражу точку зрения всех здесь присутствующих, если пожелаю ему выиграть чемпионат России в реале. Вот и подошла к концу церемония награждения победителей открытого республиканского конкурса «Золотой сайт Ченета 2010». Мы благодарим организаторов конкурса, участников и ждем всех вас в следующем году, потому что конкурс уже стал традиционным. До свидания.